Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Marata Uslanova, Marata Uslanova, Marata Uslanova. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayırlı salah, hayırlı salah, hayırlı felah, hayırlı felah. Именно речение, венчание, отпевание покойников, вот эти все застолья, все эти праздники, они испокон веков так и продолжались. Даже в годы, советские годы, годы ярого атеизма, и коммунистов венчали, и имя давали. Просто втихаря все это происходило. И даже коммунистов, которые были ярыми коммунистами, после смерти хотя бы заочно, то есть вечером уже, ходили на могилу, отпевали все равно. То есть вот у нас в Кистыме это никогда не прекращалось. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين. الله أكبر الله أكبر. Kaldaymış kaldayız. Sen de burada bu yolda aşkım. Теперь весь намаратом будет. Балезинские татары, кистымские татары, они другие, не казанские. Род от хана Сайталы, каринского хана, князя. У него были сыновья, ну, естественно, тоже князья. Так то мы могли, наверное, претендовать на какой-нибудь престол, казанский, например. Кто такие каринские татары, я, если честно, до конца истории не знаю. Я знаю только вот, может быть, целостной картины нет. Я знаю, что это одни из первых татар, которые пошли на службу к царю. И, в принципе, был какой-то конфликт с Казанским ханством. И они ушли сюда, куда-то вдаль, в север, в болото. Не знаю, почему история, может быть, все-таки не до самоидентифицированность, вот не до самоосознанность. Вот, я не понимаю, кто я. Что удмурты говорят, что он же наш, татары говорят, да он наш. Бесельмяне говорят, что да он бесельмянин, ну видно же, что бесельмянин. И, может быть, это самый банальный поиск. Dạ, làm gì? Здравствуйте.
Ямандирактан келгенler бар. Yüzden kelgenlerinde. Aydan seni. Антонинен. Камиля пойдем внука. А что сегодня здесь будет? Карбан делаем, каша. Кашу будем Да, делать. кашу варим. Это у нас курбан называется. По-татарски. Андракай. У бесермян эти гудмуто осьон делают. Карбан-то когда делается? Когда что-то закончилось посев, да? После посадки. А есть какие-то приметы, вот какой будет год? Есть, но мы по-русски вольно объяснять не можем. Очень есть. Я с вами буду по-русски, а вы по-татарски. Я понимаю. Я как собака понимаю, сказать не могу. Мы на прошлом году в газете написали, ведь вообще дождей не было. Эту молитву только читали, туча, оху, огромнейший. Переплетение очень странного, такой коктейль получается. Это языческие обычаи. И неизвестно, кто их принес. Может быть, татары сами с собой принесли их. Православные обычаи и мусульманские. Они не конфликтуют. Вот это вот суть земли не конфликт. Очень много и долго искал, да, и ищу сегодня этот путь. К вере надо прийти совершенно осознанно. Мне не нравится, когда очень поверхностно читают и Коран, и Библию. Это две высокие книги, это две основные книги, да, и Коран, и Библию. Потому что у них структура внутри разная, но она говорит об одном и том же. То и другое несет мир. То и другое должно служить добру. Дядька меня все время с собой водил. Дядя со стороны отца, это дядя Магапур. Постоянно с ним. Я за ним, вот как сын у меня сейчас, постоянно с ним. Кесымские, в основном кесымские, ездили в Кировскую область, Пермский край. Вот они как бы на заработки уходили и на лошадях приходили обратно. Может, еще возможности не было покупать-то. Стащут, привезут, и даже милиция не находила. Бывало такое, да. У нас в деревне называют это перепечами. Используем в еду всегда конину. Другого мяса у нас не бывает особо. Дети любят конину, уже привыкли к нему. И все, и супы, и блюда всякие из конины. Да, очень жалко, очень. Это как бы, когда вот уже держишь долго, уже свое, уже привыкаешь, и очень тяжело бывает. И ревем, и всякое бывает, но нельзя. Нельзя, не разрешают. Как бы у нас вот уже бабушки есть, они ругаются, говорят, что это скотина, она должна
использоваться в пищу. Жалеть нельзя. Не разрешают жалеть. Надо отпускать как бы со спокойной душой. Вот это и есть колбаса, наша местный деликатес, татарский, скажем. Да не то что, козлок называется. Тот день, когда режешь, как его, мелкими кусками, ну как, поменьше кусками нарезаешь мясо, и потом этот, как его, в кишки складываешь его, засаливаешь и в кишки складываешь. Вот и вешаешь, вялить. В старину так делали, вот и до нас дошло. Так и мы делаем. Жена не ест, остальные все едят. Вот такая палочка, вот она уходит у нас за один присест. Дочь очень сильно любит, старшая. Она очень любит. Для всех литературный язык русский только как иностранный почерк. В северной пуске. Казанның говорится на палом, да? Что за точку на покасе это знаешь? Нянь, керек ме что ли? Чтоб я не знал. Кестым — это самая старая деревня, так скажем, из классических татарских деревень, так скажем, если Пловдив не включать. Пловдив все-таки татаро-бесельменская. То есть носителями культуры мусульманской были кестымцы. Например, тот же самый праздник Курбан с религиозной точки зрения в Гордино пришлось возродить, потому что последние годы его проводили в виде праздника деревни, вот, без религиозного уклона и со спиртными напитками. Вот. Это, естественно, не давало покоя старикам. Как религиозный праздник, который совершается ради довольства Аллаха, вместо того, чтобы молиться, просить у Бога хорошей погоды, хорошего урожая, справляться с водкой. Вот. Пришлось возродить. А всех 3 баранов будет резать, да? Да. Так, каяққа саламыз бізде. Здесь могила, да? Вот здесь могила. Внутри могильной ограды находилась плита 1323 года. 1323 года, да? Это самый древний письменный памятник по Удмуртии, по истории Удмуртии вообще. Из письменных памятников. А надпись была на арабском? На арабском языке. Она сейчас хранится, сам памятник хранится сейчас в Национальном музее. Ya Rabbi, şu kurbanı kabullardan kılsan gider. İnsanları sağlığı olsun, dışarı olsun. Allah yeni bir bakım. Çok savaşçılık, kaya. Sağ olsun ya Rabbi. Sağ olsun, kakarsız. Tanrılar vaktinde, yaşlar vaktinde. Hatta katılımızlarda olsan ya Rabbi. İnanın ve sizin olsun sayın ya Rabbi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Бармадым әлі. Да, слава. Асау для торжественный, ты что? Не-не. Поворот.
Вот кровь, которая это выходит, когда режешь скотину. Считается, что этой кровью бесы питаются, джинны. Вот, и питаются костями. Поэтому вот по исламу вот такие места считаются сакральными, и обязательно кровь надо закапывать в землю. Вот. Кровь, кости, голову, кишки. Потому что если, допустим, кто-то наступит на эту кровь, с собой эту кровь принесет, и получается, с собой бесов может принести. Кровью бесы питаются. Вот, поэтому у нас издревле вот кровь закапывают после того, как скотину режут. Bizga birde məşət yox idi indi, amma məşət keyirməydi, bilməyimiz. Nu var ikən olda biz ana bilməyimiz. Bu Uranbek uzun idi. Öyle olanlar baştan buraya başka yermeydiler. Elgene böyle ala yermeydiler var. İdin şokut yermeydik, bilmeyim. Udmuç'a söyleyeceğiz. Udmuç'a mina. Udmuç'a mina da koca veranom bidir ya. Məşətini balık tintare puktizana yumuşum poçkom. Şulen boşum pote. Aso koca vallahi sen kaldım söyleyecek. Toduşko. Тентатор на месяц лоем, кто-то сказал, потом кевалан на лоем месяц. А в Кестым как ходили? Кестымева? Да, Кестым как ходили? Кестымеми, я валом би поженилима, поромен. Здесь, да? Машина ножи поромен подъяла макаскаса, проболка каскеман, все проболка куда тентаж, машина из на подпуском валкаскаса. Турнотон, робоин, мармам залазат, инули загудире, загуден лиза, турно ну лиза, юно ну лиза, ожи. Аллаху Экбер, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Allahu Ekber. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Вообще сегодня день замечательный. Так все хорошо. Такое ощущение, что родне это места нет. С чего начинается Родина? Так вот она здесь и начинается. Я всегда комплексую, что я там не говорю по-татарски. Но вот здесь я себя ощущаю понимающим язык. Я понимаю все, о чем люди говорят, потому что это язык детства. Мы жили в бараке впятером на 9 квадратных метрах. Бабушка спала на сундуке, сестру клали на стол.
Куда ходили? Коров посмотрим, как это. Гоняете или пасете? Ну как пасем и гоняем. Ты Касимова? А как тебя зовут? Диана. Ты Касимов? Да. А как тебя зовут? Саня. Ты не Касимов? Я Чебышев. Чебышев. Все, что ли, Касимов? Я Касимов. А тебя как зовут? Ильнас. А вы знаете, откуда фамилия Касимов произошла? Знаете? А вы знаете, что вы все князья? Вот придете в школу, да, узнаете, что вы все князья, что у вас был этот главный князь родственник. Если буквально лет 10 тому назад считали, что Касимовы – это крепостные князя Касима, всех Касим записали, по документам это не подтверждается. Все Касимовы – потомки арского князя. То есть можно сказать, что любой местный Касимов – это князь. Были князья, которые пришли в село Карино современное, по Татарский Нукрат, который расположен в современном Слободском районе Кировской области. Вот, они основали Каринское княжество, как оно тогда называлось, сказать трудно, Нукрат или, скорее всего, возможно было. Вот, в конце 15 века они перешли на службу русским князьям. Вот. Те им даровали, вторично уже даровали титул князей, вот, и с тех пор их стали называть арскими князьями. Основателем Карино был главный князь, это Карабек. Вот, Касимовы, например, к нему отношения имеют. Касимы произошли от другого князя, князь Касим. Касим Газыев, он встречается в письменных документах, в царских указах, в царских грамотах в 1540-е, 1550-е годы. Немножко неудобно и непонятно вот это вот предназначение, потому что то, что у меня есть, он совершенно другой. Я не понимал, почему меня влечет к нему, к этому инструменту. И это давно же происходит, более 20 лет. Теперь я понимаю, почему это происходит, потому что это инструмент моих предков. Мне очень трогательно смотреть на вот эти сапоги. Потому что один мой дядя был сапожником. И, конечно, все детство в тканях. В тканях, потому что вот такое ощущение, что платки моей бабушки. Да? И я помню вот ощущение от детства – это чистоты. Вот все было чисто. Наряд, ну, я на самом деле таких нарядов уже не застал. Но мне удивительно, что вот часть украшений, она сделана в Блюзино, в Кистыме. Она вот именно, потому что в Кистыме были мастера, которые могли делать многие вещи. Вот я сейчас, как знающий технологии художественных материалов, могу сказать технику, как это сделано. Да? Вот тут ткань, в принципе, не очень простая техника. Но, тем не менее, вот ткань, да, вот ткань. Вот, в принципе, это система. В Кистыме всегда было свое время. Вот было удмуртское, московское и было кистымское время. Кистымское время, оно отличалось от удмуртского на час. И оно походило на, было такое же, как казанское время. Называли казанским временем.
когда начали менять время на пояса, татары сказали, кыстымские, нам надо молиться в полдень, а не в какое-то другое время. Поэтому мы оставим время по природе, по солнцу. И все. И время действовало свое. Очень полезный день. И все в мире не зря. Все в мире не случайно. У нас такая жизнь. Не надо никому завидовать, не надо ни о чем лишнем желать. Вот она. Это наше. Здесь как раз живут очень большие люди. Такие большие, великие люди. И очень здорово ощущать. Потому что величина не в должностях, размерах, там, а именно в глубине. То есть такого удовольствия я давно не получил. Здесь не просто легко быть человеком, а здесь, может быть, только здесь, может быть, там, обрести человеческое лицо, может быть, это самое такое важное открытие. Это мое родное. Вот мне здесь очень органично, гармонично, естественно.